Здесь площадь в четверть акра. Это очень маленький участок, который в буквальном смысле обеспечивает все финансовые потребности этой семьи. У нас есть строительные материалы, у нас есть производство продуктов питания, у нас есть среда обитания, у нас есть умеренный температурный режим. Это то, что мы называем пермакультурным многослойным пищевым лесом. Но представь, что то, что ты видишь здесь, умножено в 8 раз. И в этом видео вы увидите гениальный 4-летний план, которому может следовать любой желающий, чтобы увеличить сборы по всему миру. Добро пожаловать в Сенегал. Я приехал сюда в сезон дождей, чтобы посмотреть, как возводится Великая Зеленая Стена в Африке. На самом деле я провел в Сенегале почти 3 недели и побывал по всей стране в самых разных экосистемах – городских, сельских, сухих и влажных. Так что меня пригласило сюда Planet Wild, сообщество на YouTube, которое собирается и действительно исправляет реальный мир. Они сажают 40 деревьев и попросили меня присоединиться к ним для подробного ознакомления с процессом. Мы здесь, чтобы ознакомиться с работой деревьев на будущее. Деревья на будущее – это международная некоммерческая организация, которая работает по всей Африке и вносит свой вклад в восстановление экосистем в пределах Великой Зеленой Стены Африки. Великая Зеленая Стена Африки – это видение, проект по посадке барьера из деревьев по всей ширине африканского континента от Сенегала до Джибути. А цель этой Великой Зеленой Стены – остановить экспансию пустыни Сахара на юг. За последние 100 лет пустыня Сахара расширилась примерно на 10%. Итак, у нас есть пустыня Сахара, затем Сахель, затем саванна, а затем тропический лес. Идея заключается в том, чтобы создать барьер из деревьев, который остановит распространение пустыни на юг. Поэтому я здесь, на месте Великой Зеленой Стены, чтобы показать, как мы можем восстановить деградировавшие ландшафты, удержать Сахару на расстоянии, создать изобилие, чтобы люди жили здесь и процветали. Итак, компания «Деревья будущего» существует уже более 30 лет и в настоящее время работает в основном в Африке. Первоначально они начали работать в Сенегале в 2005 году, и в то время они занимались широкомасштабной посадкой деревьев. Но они обнаружили, что многие деревья погибли из-за того, что за ними, как правило, плохо ухаживали. Поэтому в 2015 году они начали новый проект, в рамках которого они работают с фермерами, обучают их и проводят через этот 4-летний процесс, чтобы создать лесной сад или то, что я бы назвал лесным садом – продовольственный лес. Итак, мы путешествовали по всему миру с командой Planet Wild, изучая множество различных примеров этих лесов, где можно найти разнообразную пищу. Новые насаждения, более укоренившиеся насаждения, большие и маленькие, путешествуя по проселочным дорогам, через деревни и города, через леса баобабов. Сельскохозяйственные поля, через грязные следы, тянутся по всему этому действительно обширному ландшафту. Я приехал из Америки, с моря и лесогорода, и у меня также есть небольшая ферма и ульи. Так вот, это мед из моих собственных садов. Так что ты можешь ощутить вкус моего дома здесь. Да. А что это такое? О, так это привитый сорт зизифуса. Ноябрь-декабрь. Это азотфиксирующее дерево. У нас есть лукана в качестве надземной части, которую, похоже, периодически вырубают на строительные материалы и древесное топливо. У нас есть манго, к которому примешаны цитрусовые. Так что действительно удивительно видеть, как такая интенсивная система производства продуктов питания сочетается с системой производства строительных материалов. Это площадь в четверть акра. Это очень маленький участок, который в буквальном смысле обеспечивает все финансовые
финансовые потребности этой семьи. У нас есть строительные материалы, у нас есть производство продуктов питания, у нас есть среда обитания, у нас поддерживается умеренный температурный режим. Прямо сейчас здесь на солнце невыносимо жарко. И буквально под кронами деревьев должно быть градусов на 20 по Фаренгейту прохладнее. В течение многих месяцев в году в этом саду можно собирать урожай. Когда вы смотрите на увеличение урожая в продовольственных лесах и садово-огородных системах, подобных этой, это действительно имеет большое значение для питания детей, семьи и ее экономической стабильности. Потому что, когда вы просто выращиваете однолетние культуры, особенно при нынешних сумасшедших погодных колебаниях, у вас может случиться неурожай, и вы окажетесь в беде. Так что эти фермеры не забирают всю свою землю и не превращают ее в продовольственный лес. У многих из этих фермеров может быть 10 гектаров земли, где они выращивают однолетние культуры, такие как проса, кукуруза, сорго. Так что компания Трис работает с ними на начальном этапе, чтобы преобразовать часть их фермы в течение 4 лет. Они начинают с установки этого живого забора вокруг проекта, чтобы создать периметр, в котором они смогут работать. Таким образом, первый год полностью посвящен защите. Этот металлический забор скоро испортится. Из-за дождей он проржавеет и в конце концов разрушится. Но в то же время живые изгороди становятся все больше и сильнее. К тому времени, когда металлические изгороди приходят в негодность, у них получается очень прочная живая изгородь. Организация «Деревья будущего» рекомендует фермерам начинать с глухих заборов, изготовленных из органических материалов, или самим приобретать металлические ограждения. Они хотят, чтобы живая изгородь оставалась достаточно плотной и хорошо подстриженной, чтобы вокруг было достаточно места, чтобы вы могли возделывать землю рядом с ней, чтобы вы могли ходить рядом к этому. Ты постоянно срезаешь траву на корм животным. У нас есть дрова, у нас есть лекарства, у нас есть фрукты. Так что, несмотря на то, что это всего лишь ограждение фермы, на ней выращивается много разных культур, которые они используют. Так что это и есть постоянный сбор урожая. У нас есть невысокий забор, который держится низко, но затем он как бы усеян деревьями побольше. У тебя есть джиджуби, вот почему у тебя есть обрыв, а потом ты посадил прозрачную ацидию. Потому что ветер дует с этого направления, с этой стороны забора. И ты будешь, пусть он поднимется повыше, чтобы защититься от ветра. Это во многом та же дизайнерская разработка, что и в пермакультурном дизайне, и похоже, это делается очень успешно и с большим эффектом. Мы видим изобилие. Это всего на 2 года, а программа «Деревья будущего» рассчитана на 4 года. Так вот, 2 года назад это было просто поле, которое мы видим сейчас. Они выращивали не 2 урожая в год, а 18 различных культур в этом продовольственном лесу. И теперь у них есть запас продовольствия в сухой сезон, когда однолетние культуры не выращиваются. Так что я имею в виду, это потрясающе. Затем, на 2-й год, они начинают заниматься тем, что они называют диверсификацией. Таким образом, за пределами этого живого забора они высаживают разнообразные виды деревьев, которые составляют пищевой лес. Тогда они смогут выращивать овощи на деревьях. 3-й и 4-й годы называются оптимизацией. Поэтому часто на 3-м и 4-м годах они прививают отборные сорта. Они изучат обрезку, разработают системы компостирования, увеличат разнообразие и продуктивность везде, где только смогут. И эти 4 года деревья будут ориентированы на будущее. С 2015 года «Деревья будущего» помогли установить более 8 таких продовольственных лесов. Я посетил довольно большое количество таких продовольственных лесов, которые только что были созданы. Я посетил те из них, которые существуют уже около 8 лет. Но представь, что то, что ты видишь здесь, умножено в 8 раз. Во многих районах Сенегала мы наблюдаем тенденцию движения продовольственных лесов, которая сейчас распространяется, потому что цель деревьев будущего на самом деле состоит в том, чтобы распространить эта методология распространена в каждом отдельном районе Сенегала и в других странах по всей Африке. Это Дункан.
Это значит, что медленно, не торопясь, ты поймаешь обезьяну в кустах. Это значит, что если ты будешь упорно трудиться, то сможешь шаг за шагом достичь чего-то трудного. Так что твой сад — это Дункан Дункан. Ладно, вот и все. Вот и все мое шоу. Вот и все мое шоу. Маркус, большое тебе спасибо за то, что привез меня и мою жену сюда, в Сенегал, чтобы мы могли ознакомиться с этим невероятным проектом. Объясни мне, что именно ты здесь делаешь. Planet Wild — это глобальное сообщество, которое использует возможности YouTube, чтобы помочь исправить нашу планету. И мы выполняем эту миссию каждый месяц. Мы выходим и сажаем деревья, как мы это делаем здесь, в Сенегале, где мы высаживаем 40 деревьев в этих прекрасных лесных садах. Но мы также выходим и очищаем наши океаны или возвращаем исчезающие виды, и каждый может присоединиться к сообществу. Проекты и видеоролики Planet Wilds действительно исключительны, и я определенно призываю людей зайти и посмотреть их канал на YouTube. Когда дело доходит до предварительной посадки, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с организациями, которые делают это правильно. И я думаю, что мы не смогли бы найти лучшего партнера, чем тот, которого мы нашли здесь, в компании «Деревья для будущего» в Сенегале. Специально для этого видео мы решили посадить одно дополнительное дерево в рамках этого проекта за каждый комментарий, который мы можем получить в этом видео. Это отличный способ вовлечь всех членов вашего сообщества, по-настоящему приложить усилия и добиться того, чтобы что-то произошло в реальном мире. Мы сделаем это для всех, кто прокомментирует это видео до конца года. Помоги нам посадить дерево. Planet Wild создала аналогичное видео к этому видео о том, как они здесь, в Сенегале, выращивают деревья для будущего. Так что перейдите по ссылке ниже на YouTube канал Planet Wild, и вы сможете увидеть, какую работу мы проделали здесь вместе. Я был действительно впечатлен профессионализмом фермеров, с которыми я разговаривал. Дженни, Джефф. Все в порядке. Они понимают системную динамику того, что здесь происходит. Они прививают отборные сорта. Они осведомлены о взаимоотношениях между различными видами. А затем, по истечении 4 лет, фермеры получают высшее образование. И многие из них становятся учителями и растениеводами. Так что они открывают питомник на своей собственной ферме. Так вот, именно на этой ферме сейчас выращивают рассаду для других фермеров, которые присоединились к программе. И вот эта ферма раздала более 10 саженцев деревьев другим фермам для органического распространения, чтобы обеспечить продовольственную и экономическую безопасность. Вот результаты, которые мы наблюдаем в этих проектах. Ты знаешь, я говорил о пользе, которую это приносит людям. Подумай о том, насколько более благоприятной является окружающая среда для животных по сравнению с полевым сельским хозяйством, где выращивают зерновые культуры, собирают урожай, убирают урожай, а затем большую часть года у тебя остается пустая земля. Но здесь мы имеем дело с многослойным многоэтажным разнообразием. Я считаю, что внутренняя стабильность, которая создается для этих сообществ и этих семей благодаря этим лесным садам, невероятно важна. И я определенно поддерживаю это как решение многих проблем, связанных с нестабильностью, вызванной изменением климата. Последствия изменения климата здесь проявились лишь в виде неустойчивых осадков и сильной жары. Таким образом, решение проблемы нестабильности заключается в разнообразии. Когда у вас есть разнообразие культур, особенно в виде деревьев и многолетних растений, это служит амортизатором, с помощью которого вы можете смягчить последствия экстремальных дождей или засухи. И ты должен признать, что эти лесные сады, которые служат убежищем от жары, также являются невероятным ресурсом для людей, просто для их элементарного благополучия. Люди живут действительно просто, и немного больше производительности, немного больше экономической устойчивости, немного больше разнообразия сельскохозяйственных культур. Это означает, что огромное значение в жизни этих людей.
Большое спасибо. И я хочу напомнить тебе, что если ты оставишь здесь комментарий до конца года, то Planet Wild профинансирует посадку одного дерева в рамках проекта «Деревья будущего». А еще посмотри видео, родственное этому, от Planet Wild, и если ты посмотришь его и оставишь комментарий, то они посадят еще одно дерево.